За те 2 недели, которые нам были отведены на ее проведение, прокурорами и руководителями следственных отделов поставлено на учет 42 преступления, в том числе такие, как умышленные поджоги, вымогательство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 2 убийства и другие тяжкие преступления. Отменено более 400 незаконных решений об отказе в возбуждении уголовного дела, 40 постановлений о приостановлении дознания, вынесено 155 постановлений с требованиями об отмене решений о приостановлении предварительного следствия. В целях устранения выявленных нарушений в органы внутренних дел внесено 9 представлений. Направлено 2 материала в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц. Мы констатируем, что правоохранительные органы продолжают допускать нарушения при постановке на учет трудно раскрываемых преступлений, расследовании уголовных дел, в том числе о преступлениях в отношении субъектов предпринимательской деятельности. Особую тревогу вызывает имеющиеся случаи несвоевременной постановки на учет совершенных убийств, связанных с безвестным исчезновением граждан, а также факты несвоевременного исследования трупов, неприспособленности моргов, когда причину смерти установить не представляется возможным. Недостаточно эффективно проводится работа по выявлению и пресечению коррупционных связей участников преступных организаций в органах власти. У нас есть такие факты, когда руководители и первые лица в муниципалитетах связаны с бизнесом через своих родственников, друзей, и когда они в силу этого просто не замечают того произвола, который творился у них под носом. Мы сегодня будем обсуждать одну из самых сложных криминологических проблем. Я, конечно, не большой специалист в вашей области, но даже мне очевидно, что работа правоохранительных органов по привлечению к ответственности и доказательству вины преступных сообществ одна из самых тяжелых. Сегодня организованное преступное сообщество – это ведь не просто, как в старые времена говорили, сборище бритоголовых отморозков, а хорошо организованные структуры, имеющие свою иерархию, информационную и юридическую поддержку, легализованный бизнес. И ситуация, которая вот сегодня уже упоминалась, и в стране в целом сложившаяся в Кущевской районе Краснодарского края, ярко тому подтверждение. Я прекрасно понимаю, как тяжело приходится в этих случаях правоохранительным органам. Но хочу отметить, что несмотря на все сложности, последние 5-7 лет в нашей республике очевиден прогресс. Есть четкая динамика по улучшению ситуации. Однако сделать, конечно, предстоит еще много. Среди задач это отсечение, как я считаю, организованной преступности от бизнеса, от доступа к информационным каналам и вообще лоббирование в какой-либо форме интересов криминала, конечно, недопустимо. Вы профессионал в своей области, и решение этих задач вам по плечу. Со своей стороны я заявляю, что мы готовы идти вам навстречу и оказывать всяческую поддержку. Поэтому я жду от вас конкретных предложений и готов рассмотреть любые формы и варианты взаимодействия.